Маршал Дущик, здравствуйте! В студии Диана Хармуш. Это информационная программа «Неделя». Я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях прошедших 7 дней. Но сначала коротко о главном. Тысячи цветов и благодарностей в Чеченской Республике отметили Международный женский день. Все поставленные цели будут достигнуты. Глава Чеченской Республики провел совещание с силовиками. Какая сейчас ситуация в зоне СВО? Долг каждого в Чеченской Республике проходит встречи с населением, в ходе которых разъясняют важность предстоящих выборов. Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев. Он рассказал о приближающемся месяце Рамадан. قامت آمن ما إلى راح يآمن آل رهوب حندر الخاطر دينجا ديل يشنول جبرائيل الملك دير جبرائيل الملك ودعاء دير شاء آمن إلى الله الحلقة دعاء دين المتج ملوا يجهون آلشا جبرائيل الملك إلى سيسس خليل القوس إلى الله ديتني سداخر نستل أصدقنا نسي يصمن شو سقاشينيك سيسس خليل إلى شاء آمن إلى الله ديل يشنو شلوا يلمتجا شا حوش متعدل يلش حوش متعه ديل يلشن صلوات سدلك سيسس خليل إيلر شا آمن إيلر الله ديل يشنو قالوا يلمتج ملا يجهون الج إشي داخل عمارخي بوتقاتش مارخي بوتشو قاتش أس مارخي بتح يشدر يتسقاتشك سيسس خليل إيلر شا آمن إيلر الله وزي سيلاوش دال بيحكي بولوينر مارخي بوت. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Рамзан Хаджи Кадыров принял участие в праздничном собрании, посвященном Международному женскому дню 8 марта. Мероприятие прошло в Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Здесь собрались представительницы прекрасной половины человечества, внесшие особый вклад в различные сферы деятельности, воспитавшие достойных сыновей. Глава республики отметил заслуги чеченских женщин в благополучии и процветании нашего народа. Gindek tona motsels en larem geleden gelwij mogel deze boeg was wabbelen was neens mogel is dat shua qoya dinsi relaxi qiich on yelsmans da biqan bi boshlar shua ond dok khaz dokdu yash dona dog lilor da Allah yesun tsunde tadiqar شو داخل إيش غليت شو دل صديل هيت سمعنا ببعض خداليت قهي قد خديق كردو إذا مولها أو تخين شو سميل دو استعداد راح كردو دا مولا دونا تيو زمان شادون وما كان مسو برد دون مستنا بالله متجش مسو عيدا شي بالها ويج سودان دونا تاوش داك هورنا شاشة Olj metadona, nan lärare muhel dizahos, islärare muhel dizahos, juatlärare muhel dizahos, huzumnes muhel dizahos, vai dakhel nistadu da vai tieshdu, da vai bartsabos, ja berktiyos, mos sudona, zuchendo, mos juan, mos huzumnan, deglamas, dinsi rilaqsi boshbol. Здесь же Рамзан Хаджи Кадыров вручил награды виновницам торжества. Медалями за заслуги перед Чеченской Республикой награждены референты главы республики Иман Дакаева и Комета Шахтимирова. А помощница министра культуры региона Лина Муртазова удостоилась медали за заслуги перед Донецкой Народной Республикой. Также ряд представительниц прекрасного пола получили почетные грамоты главы Чеченской Республики. Рамзан Хаджи Кадыров передал погоны генерал-майора полиции заместителю председателя правительства Чеченской Республики по силовому блоку Абузейду Висмурадову. Торжественное событие прошло перед началом совещания с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов. На повестке встречи обстановка в зоне проведения специальной военной операции и подготовка к предстоящим выборам президента страны.
Leorsik skilde haliton, och har zam den jua att zamjatson. Ekonomiski och en politiski de så avordon där. Där man då kan det då vem ju också det skoldan och det då kan och lägga så där band och så ju alltså chados nu. Där då sjö просто då är så då halvmodo där kan vursen kisha mobes boel. Также с докладом выступил министр внутренних дел по Чеченской Республике Аслан Ярасханов с вопросами обеспечения безопасности в регионе на время президентских выборов. Рамзан Хаджи Кадыров выразил уверенность, что выборы в республике, как и всегда, пройдут на самом высоком уровне. Lider sras gushkhlon det ma hajan dona shayna termavellen dona sras ssu shvas edi ali ed zuru daston ssu shvas ssu vizaston ondaji vay respublika zavrena sansatru no Allah ala san izbirat ujaski venj no Allah ala dona ne tolket khillag don vay don samodon kronen veston atnitinetston där är savatia trawati har tvån check ballad så tvån check ballad då har referendum i mot Sovet власти ламялым чарнинзеше приступник шудасон убить шудасон юш да шейши шудасон und halt onboard bochen då att det var onboard abüch då abis bekivat bosh abit när det hinns det hade det så väl jobbat då då där så går inte lärde det ju väl då det är ju väl där kan det så det är så det kan så då väl då kurden där den hade det är med då kiro så bara bistår det. В Грозном открыли первый в стране централизованный архив выплатных дел пенсионного и социального страхования. В торжественной церемонии приняли участие глава региона Рамзан Хаджи Кадыров, председатель Фонда пенсионного и социального страхования России Сергей Черков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Мухаммад Ахмадов и статс-секретарь, заместитель министра труда и социального страхования страны Андрей Пудов. Подробнее в следующем сюжете. С приветственным словом к почетным гостям и коллективу ведомства обратился управляющий отделением Социального фонда России по Чеченской Республике Мухаммад Ахмадов. Сегодня мы вписываем еще одну страницу в истории нашего отделения, в истории нашей республики. У истока возрождения государственной системы социальной поддержки граждан Чеченской Республики стоял первый президент Чеченской Республики, герой России, великий шейх Ахмад Хаджи Кадыров. Дал обл дается назвать. Именно он определил путь становления и развития социальной сферы республики, заложил ее основания и все необходимые условия для ее построения. Ахмад Хаджи неоднократно подчеркивал, что интересы его народа стоят превыше всего. Сегодня путь Ахмад Хаджи Кадырова продолжает глава Чеченской Республики, герой России Кадыров Рамзан Ахматович. Отрадно осознавать, что руководство в федеральном и региональном уровнях доверяет нам, определяет для нас новые направления и полномочия и высоко оценивает деятельность отделения. После глава республики поздравил всех присутствующих с открытием централизованного архива. Он отметил, что создание полноценных условий для сотрудников отделения имеет важное значение для всей социальной сферы региона. Когда мы начинали восстановление республики под руководством нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, трудно было представить, что она будет на таком высоком уровне. Во многом это заслуга нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве этого здания. В ходе мероприятия глава региона передал награды отличившимся сотрудникам социального фонда. Почетным званием заслуженный работник социальной сферы Чеченской Республики удостоены Айшат Магомадова, Луиза Дедаева и Зулихан Юсупова. Почетное звание заслуженный строитель Чеченской Республики присвоено Руслану Закаеву и Зелимхану Мудаеву. Также двое сотрудников регионального отделения поощрены почетными грамотами лидера субъекта. Почетное звание заслуженный работник социальной сферы Чеченской Республики Магомадовой Айшат Исаевне, ведущему специалисту, эксперту юридического отдела отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республике.
Также Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил Мухаммада Эми Ахмадова за многолетний труд в социальной сфере. دقة دقودان خلوان شلشنا دان هوان غير مشتوش بولشنا تعبر نيرت زوش دان وددلن دامر عايش بول دقوان ودقوا يربو باش حبيخنا بطغن إيمن دان هشبيك بول دان هر دعوت دان إيمن أحمد دان دسلو جايوس يو دقة دان دقر دان دقر أول دقوا أول دا حنان هو أول دا هون عنانا يا أول دا لتوبك. Разрезав красную ленту, гости осмотрели новое здание. В ходе экскурсии Сергей Чирков высоко оценил проделанную работу. Самый современный архив, самое лучшее здание, скорее всего, во всей стране, где собраны все пенсионные дела со всей республики. То есть пенсионные дела – это фактически жизнь человека, поэтому их судьба очень важна. Они должны храниться у нас через 45 лет даже после прекращения выплаты пенсии. И, естественно, потому что могут быть другие обстоятельства, пенсии перекормиться, например, начаться и так далее. То есть вот для них требуются особые условия хранения, для этого требуется такое здание, как здесь было построено, благодаря вам, управляющему нашему, да, вот, огромное за это спасибо. Поэтому, как мне кажется, только первый шаг к такому проекту и созданию таких больших архивов в нашей стране. Здесь именно был первый такой проект, и он успешно завершен, как мы видим, и будем его, соответственно, развивать. В завершении мероприятия заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов и председатель Фонда пенсионного и социального страхования страны Сергей Чирков выразили благодарность главе региона за внимание и поддержку социальной сферы. Новое здание гармонично дополнило архитектурный ансамбль всего комплекса объектов социального назначения. Сейчас в этом архиве хранятся более полумиллиона пенсионных дел. Централизованный архив позволит обеспечить надежное хранение и быстрый доступ к информации о выплатах по пенсионному и социальному страхованию, что значительно упростит работу специалистов и улучшит сервис для граждан. Диана Хармуш, Адам Арсенукаев, Аслан Вескаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В Грозном состоялся съезд народа Чеченской Республики первого созыва. Мероприятие приурочено к выборам президента Российской Федерации. Масштабное событие собрало представителей чеченского народа со всех уголков мира. Подробнее в сюжете Хавы Айдамировой. Прибывают и регистрируются последние делегаты. Через несколько минут здесь пройдет съезд чеченского народа первого созыва, посвященный выборам президента Российской Федерации. Это масштабное и очень важное событие для региона. На встрече присутствуют представители диаспор, проживающих на территории России и за ее пределами. Почетным гостем мероприятия стал избранный председатель съезда народа Чеченской Республики первого созыва, глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он рассказал, что делегаты будут обсуждать предстоящие выборы и проблемные вопросы. Россия есть выбор, это наш президент, больше нам и никто не нужен. И мы выберем своего достойного президента, лидера национального, который сделал и делает все для нашего народа, государства. И таких людей мало в мире, поэтому есть хороший выбор. Рамзан Ахмадович, а вот чем объясняется традиционно высокая явка в Чеченской Республике, которая вызывает сомнения? Они не понимают, что у нас менталитет, обычаи, традиции, визы, там у нас, вот можно сказать, вот целая семья республики живет одна единая семья. Поэтому, когда мы говорим друг другу, все слышат, и все выходят на выборы, на любые мероприятия. Поэтому они должны понимать менталитет, обычаи наших народов. Поэтому у нас есть явка, и они слушают руководство республики, общественность, духовенство. И поэтому явка и голосуют, потому что народ и власть всегда вместе. В заседании участвуют высокопоставленные чиновники, представители правоохранительных и силовых структур, богословы, общественные деятели и многие другие. Но сегодня они все делегаты съезда. Адам Дельмханов рассказал журналистам о важности проведения съезда и его значении на фоне предстоящих выборов в России. Сегодня мы очередной раз сегодняшним съездом будем всему миру показывать единство нашего народа. Все делегаты сегодняшнего съезда, они всего чеченского народа, где бы они ни проживали, где бы они ни жили, уверены, что во главе с нашим президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Россия будет великой страной, которая защищает религиозные и семейные ценности в нашем государстве. Они закреплены законом Государственной Думы Совета Федерации, поэтому все будет
лучше и лучше. В начале заседания звучат гимны Российской Федерации и Чеченской Республики. После с приветственным словом выступает Рамзан Хаджи Кадыров. Россия сегодня является современной страной, где защищены все права граждан всех национальностей и вероисповеданий, отмечает глава региона. Добрый день, уважаемые гости и делегаты. Приветствую вас на очередном заседании Съезда народа Чеченской Республики. Сегодняшнее заседание проходит в преддверии предстоящих выборов президента Российской Федерации, которые состоятся в сложной геополитической обстановке в условиях специальной военной операции. Мы видим, что президент страны Владимир Владимирович Путин, вопреки желанию наших недругов, проводится последовательная политика по укреплению государства, его суверенитета и безопасности, улучшение социально-экономического уровня и благосостояния граждан. Мы хорошо помним, в каком состоянии находилась наша республика и страна в 90-е годы. Развал всех отраслей экономики, рост преступности, резкое снижение уровня жизни граждан, отсутствие заработных плат, пенсий, пособий, отсутствие всяких перспектив. По результатам дальновидной и мудрой политики нашего президента Владимира Владимировича Путина удалось сохранить и обеспечить устойчивое развитие государства, защитить его интересы на международной арене, обеспечить внутриполитическую устойчивость. Именно благодаря доверию, оказанному Владимиру Владимировичу Путину, первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмаду Хаджи Кадырову, Далгаз Обалдольцин и его народу нам удалось воссоздать республику из пепла и обеспечить развитие всех отраслей жизнедеятельности. Республики по праву стала одним из самых безопасных и динамично развивающихся регионов страны. В свою очередь, председатель Совета алимов республик СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров в своем выступлении вспомнил о нелегкой судьбе чеченского народа и о том, как в сложнейший период его возглавил первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. نخشي مخكح نخشي قوم قولم بؤالة قول دل دوي قول دل يشخل لوي تغن هيتس سوى الحلقة قميل دين وشوش خواشي قانت رمزان حاج اسم الله أحمد حجيخة دال غازوت أوبل دويتسون خلش زامنقح دائما نوي قوم سقونه هو موت شخله وين سرقح وين زامنح أحمد حجيخ بيركت دال دالت سنة دقتسنا خلق تولش درك خير بحن دولش سو بقن جنيقة دعوة التنوي داخر سنن يقلر بيش سو قينا سن ديوز الخو ومحكدا رمزان حجي حفظه الله ورعاه دال عال شوي ودال تيرقن بويلسن تخنا أحمد حج سميلتي سن درقي خوش خل داليتي ألتشه. Выступая перед съездом, муфтий региона подчеркивает, что в период наиболее тяжелых испытаний для республики Ахмад Хаджи Кадыров взял на себя ответственность за судьбу чеченского народа. Благодаря его мудрой политике регион процветает и живет мирной жизнью. ديل ويزر إلش ويزر عليه الصلاة والسلام أولاش بيزر شيء أستاذ بيزر شيء قام بيزر شيء موخ بيزر دال شيء دل ديره تهان أخوان حقوش بوش خي مش كعدوي أما يوزر دوستر ويهندو يتصون ألشي حلخ خلر هنس خلر دوست وقتش أحمد حج دال غاز والقابل دال سنة دال أقوم خاجن ويقوم حلخ وقليه ويقام ملدر وي دقر دلر بارمي حج هنس وي ملدو حج قبع أزرسك إكر لغرت إقياتوي سوغينا حا وي باتشالقي وي نوخشي شوح خل دولش حولي حج هنس وي نشوح دولش حولي حج حل إيت ديو دو سوش أستيبان يوغين شهر يروي هنس قين يال حرنا حيسا يخش أستيبان دوخش أوغا إنزري إسبح دال خزل يال شهر يوي باتشالقي يوي هربل خشا دال وين إشنيع بليتيش شاش خليتيش هربول ها هتسخلا هربول ديل خلا أحمد حج دال غاز والقبول دول سنة سن نقبحان دولش
цун никдал қобыл бар бахан долш, хар бол дейр хилла, вай пача Рамзан хаж вай мехда, шие дейна дик ант хилла, шие қоман дик да хилла, цу иниқ чақ бақыр хабар бахан долш. Дала шиқ ихетамасан ала шой. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Салтаев рассказал о важности предстоящих президентских выборов с точки зрения текущей общественно-политической ситуации в стране. Выборы президента Российской Федерации – важное событие, которое определит будущее нашей страны. Избирательная кампания 2024 года в России проходит в непростых условиях проведения СВО, санкций, информационной и серьезной внешней угрозы. Главная цель, которая – развалить Россию. В этих условиях выборы главы государства приобретают особое значение. Участие в выборах главы государства – это не только право каждого гражданина, но и гражданская ответственность и долг, моральное предназначение. Представитель чеченской диаспоры в Иордании Арзби Шона в своем выступлении поблагодарил главу региона за вклад в сохранение национальной самобытности и развитие культурных связей всего чеченского народа. Многие приезжали и продолжают приезжать, чтобы вдохнуть свободный горный воздух родного края. Но это было возможно не всегда. И стоило огромных усилий. Были времена, когда железные занавеси оторвали нас от своего народа и родной земли. Однако ситуация в корне изменилась благодаря политической воле руководства страны в лице президента России Владимира Путина и первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня мы имеем мощную поддержку со стороны Рамзана Ахматовича Кадырова, за что ему бесконечно благодарны. Итогом работы съезда стало принятие резолюции. Текст документа зачитал председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации Ассамблея народов России Чеченской Республики Ахмед Дудаев. Съезд народа Чеченской Республики всецело поддерживает Владимира Владимировича Путина на предстоящих выборах президента Российской Федерации и призывает всех неравнодушных в судьбе государства и его народа граждан, а также общественные и религиозные объединения поддержать его кандидатуру. Там хоквойошки трогочты буду эльчи, так помах кабеш бол мосту эмни, так мосту динах бол нах цулсумна помах кал эрах вайдеш турч. يوقش حالخر أرح بيش بولا ومصفو دريجي قامتان صحبرت بولش ويل يولش تحنيت دولش تحنيق أختصدل دولشة إن يقع من أبوالشي إذا أعمل حاجة ويدخل البريزيدنت يقبض الغزوة أبوال. Первый съезд народа Чеченской Республики прошел еще в 2002 году в Гудермесе под руководством Ахмата Хаджи Кадырова. С тех пор в регионе проведена колоссальная работа во всех направлениях, и сейчас он считается одним из самых процветающих и безопасных субъектов России. Хава Айдамирова, Адам Яхьяев, Аслан Висхаев. При содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. Министр Чеченской Республики по делам молодежи Ахмат Кадыров посетил Иорданию. В составе делегации также присутствовали советник президента России Абубакар Эдельгириев, постоянный представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества Турко Даудов и генеральный директор фонда имени шейха Заеда Анвар Усманов. В аэропорту их встретил принц Иордании Хашим ибн Хусейн. Вместе они посетили зиярат пророка Шуайба, мир ему. В ходе отдельной встречи принц выразил свое почтение гостям и подчеркнул важность развития российско-иорданских отношений. Кроме того, Ахмата Кадырова принял король Иорданского хашемитского королевства Абдалла II. Министр по делам молодежи передал приветственный адрес Рамзана Кадырова, в котором глава региона выразил почтение его величеству и пожелал плодотворного взаимодействия в вопросе гуманитарного сотрудничества. В ходе встречи достигнута договоренность о доставке помощи жителям сектора Газа от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова через воздушный коридор Иордании. В Гродненском центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова отметили Международный женский день. Для гостей дети подготовили стихи, танцы, песни и юмористические постановки. Активное участие в праздничной программе приняли и внуки первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Абдуллах и шейх Мухаммад. Они прочитали стихи, которые посвятили своей любимой бабушке Аймане Кадыровой. Поддержать ребят пришла заместитель руководителя секретариата главы республики, куратор региональной сферы здравоохранения Хутмат Кадырова. Handeken balen, al
بس مو ديل يبعرقشها الله ها مو أصغري درتي حد عذور درتك أشسا. В Грозном состоялось совещание руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Галаса Таймасханова с должностными лицами органов власти и организаций региона. На совещании обсуждались вопросы, касающиеся подготовки к предстоящим выборам. С докладом об этом выступил Умар Байханов. На 251 избирательном участке установлено видеонаблюдение, обеспечивающее трансляцию изображения и звука на служебный портал в сети интернет. Остальные 259 избирательных участков, кроме временных, оснащены видеорегистраторами, предназначенными для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации. Работы по установке видеокамер на избирательных участках в Чеченской Республике были проведены совместно с АО «Войнах-Телекомом» на высоком организационном и качественном уровне. Благодаря своевременному выполнению и принятию монтажных работ республика заняла первое место среди субъектов Российской Федерации. Мы все уже непосредственно готовы к избирательному процессу, к выборам. Вот эти 3 дня технический человек подготовка шун масан дахозуча шу курсы литр. Нагасан шаш долж районшка, где-то какие-то шероховатости есть, где-то недочеты есть, надо включиться, посмотреть, еще раз провести ревизию всех избирательных участков и поддержать их на месте. Жителям чеченской столицы рассказали о важности участия в предстоящих выборах. На встречу с горожанами прибыли советник главы региона Муфти Салах Хаджи Межиев и мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. В зале также собрались старейшины и представители органов власти. بعضهم دال حقام حموخ حق حشي حقاري دال بالنخ لرور خلر تنسى شيكويات وين تيو شوي برشلچ ويت دغ غوشا دغادوش دغر وين قاعد يقردو خوش سانكتو ويشاش دغنات عاشور چور يشواش داك دانان гергертагиш ويبرش كويكچ وين президент страны ويبرش يلخشرات ابن خلشات Тигваган ва ахсах цахти шумадат гала 97 избирательных участков, 189 тысяч голос стоял еще населению галахвой. Ректор Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Абдурахим Мутушев встретился со студентами Чеченского государственного колледжа экономики. Известный богослов выступал в качестве доверенного лица Владимира Путина. Он рассказал студентам, почему так важно участвовать в выборах президента страны и призвал их не оставаться в стороне от политических процессов. أزوق عوين تامع هو درتيا باش كندل ولا يش إيوشون خاننا خين جوها شين حلق ولا خارج كمطلق نيسنك بيرنك تامع دك بيدي بيدو خارج يويدي خلوقا. В ГГНТУ имени академика Миллиончикова состоялась 20-я церемония вручения премии «Серебряная сова». В мероприятии приняли участие члены правительства, ученые и культурные деятели республики. В этом году было отмечено 15 победителей. Подробнее в следующем материале. На юбилейную церемонию вручения премии «Серебряная сова», которая в этот раз проходила в Грозненском нефтяном техническом университете, собрались выдающиеся деятели в сфере науки, искусства, образования и здравоохранения республики. С приветственным словом перед собравшимися выступил председатель Совета интеллектуального центра Чеченской Республики Бекхан Хасбулатов. На счету у интеллектуального центра много проектов, но одним из востребованных, одним из ожидаемых и наполненных глубоким содержанием бесспорно является вручение премии «Серебряная сова». Но пока мы есть на этой земле, мы должны быть людьми, быть творцами, созидать жизнь. Именно так с первого дня
поступает интеллектуальный центр Чеченской Республики. Лауреатом в номинации «За подвижничество» стал министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дидаев. Он выразил слова благодарности в адрес главы региона за особое внимание к сохранению культурно-исторического наследия республики. Мы все знаем, что этот год, 2024 год, главой республики Рамзаном Ахматовичем объявлен годом истории, исторического, культурного наследия чеченского народа. Я от всего чеченского народа хочу поблагодарить главу республики за такое пристальное внимание, за такое отношение к нашей истории, к нашему прошлому, к нашему настоящему. И я уверен, что под его руководством в этом году, в 2024 году, будут приняты такие фундаментальные меры, чтобы сохранить нашу культуру, нашу историю, наше наследие. Лучшим в категории «Литература» признали заслуженного журналиста Чеченской Республики, члена Союза писателей России, нашего коллегу, сотрудника телерадиокомпании «Путь» Мусу Арсанукаева. Народный писатель Чеченской Республики Арсанукаев Муса Тилабович. Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов стал победителем в номинации «Журналистика». Он выразил благодарность помощнику главы региона, министру Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву и своим коллегам. Искренне благодарю своего брата, дорогого Ахмеда Махмудовича Дудаева, за постоянную помощь, поддержку и внимание, которое он оказывает телерадиокомпании «Грозный», за контроль постоянный, без которого наша работа не шла бы так активно, как она идет сейчас. Я благодарю каждого сотрудника телерадиокомпании «Грозный» за все те годы труда, нервов, терпения, сил, здоровья, которое ими было вложено. Уже 20 лет интеллектуальный центр Чеченской Республики ежегодно присуждает премию «Серебряная сова» в различных областях, начиная от литературы и заканчивая медициной. За все это время победителями стали 260 человек. Среди них почетные места занимают глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров, президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевна и председатель Совета алимов Республик СКФО Хож Ахмед Хаджи Кадыров. Хава Айдамирова, Ибрагим Батаев. Неделя. В Шали прошел конкурс чтецов Корана. В нем приняли участие студенты Аргунской и Шалинской школ хафизов. Всего участвовало более 40 детей. Сюжет Халима Шахидовой. Продемонстрировать свои знания священного Корана собрались студенты двух школ хафизов Аргунской имени Табарик Байсултанова и Шалинской имени шейха Дурди. В составе жюри опытные преподаватели по таджвиду. Они оценивают участников по таким критериям, как соблюдение правил чтения Корана, произношение и красота чтения. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Для конкурсантов это ответственный день. Несмотря на уже имеющийся опыт участия в таких состязаниях, они волнуются как в первый раз. Und elchah ter uria kwertniga shash amina kudu shayn imuha shay haykar khowoch qech haykar khocho shay khach uri halq otsuna jimayra bowlush tsapayd ibu shozluq payda quchur arbeuch hora shadiyo sholch mettigir arvelchah choga sagatlush ditsalush ijim uzluq hulsan ostri mayra bowl. После выступления всех участников члены жюри подвели итоги. Лучшим признали студента Аргунской школы хафизов Ислама Гидаева. Всего было 5 призовых мест. Победителям вручили грамоты и денежные премии от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. На церемонии награждения присутствовал советник главы региона, директор телерадиокомпании «Путь» Адам Шахидов. وقر دقدق ويبايبر أمة تبو وتبايبر أمة اليقع وقر دقدو على دال خاستين دول تال يقع وقر خارجنا برش وقر دقدق الشدوهم.
Такого рода конкурсы по чтению Корана являются хорошим стимулом для студентов в дальнейшем обучении. Они получат новые знания, повысят уровень чтения и приобретут опыт мастерства публичного выступления. Халима Джахидова, Юсуп Ижиев, Ибрагим Батаев. Неделя. Мусульмане всего мира готовятся к наступлению Рамадана. Он начинается в 9-й месяц мусульманского лунного календаря. Именно в это время пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, были ниспосланы первые божественные откровения, которые стали основой Корана. В преддверии Рамадана в мечетях республики прочитали проповеди о важности соблюдения поста, рассказали о величии этого священного месяца. Амине Гунашевой 9 лет. В этом году она будет держать пост в первый раз. Девочка с нетерпением ждет наступления месяца Рамадан. Суна чосоуготина мамса суна хумадатела лоцо дуа. Рамадан – самый ожидаемый и почитаемый месяц для всех мусульман. Перед его наступлением Пятимат Дудаева рассказывает своим детям о необходимости соблюдения поста, о его пользе для души и тела. Потихоньку, чтобы Кушинга и капит настраивать дальше, сажим витамин делакады гламаламультан, чтобы юхца болит, хирбеля, мацбеля, сажим марха бутовин дал безбин байтам будамла. Хор дас нанса и берег садича нах дюцермадации. Если чем больше чем больше мы будем разговаривать со своими детьми, я думаю, меньше будет проблем у нас. К Рамадану жители республики готовятся задолго до его наступления. Женщины запасаются продуктами, мужчины заняты покупкой одежды и подарков для встречи праздника. Также в этот месяц верующие учатся чтению Корана, заучивают суры и хадисы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Иханч охас хан хиетсон томос мама иша тадахойти тхай киечемш бяшхул тхай загаток шумшай юха уйран иштхайш илоча сайненц ариол шух сай гергаш полшлиелш охас хан хиетсон. Польза поста многогранна. Он оздоровляет организм, способствует нормализации давления, помогает в лечении ожирения. Но есть категория лиц, которым соблюдение поста противопоказано. Противопоказано поститься людям с сахарным диабетом первого типа, так как они инсулинозависимые, им нельзя отказываться от приема лекарств. Также к противопоказаниям нежелательно поститься при сердечно-сосудистых заболеваниях, в частности, это инфаркт миокарда, так как такие пациенты нуждаются в регулярном приеме антикоагулянтов. При гипертонической болезни третьей степени также не рекомендуется поститься. При обострениях язвенной болезни желудка, в принципе, при обострениях любых хронических заболеваний не рекомендовано поститься. Рамадан – месяц прощения и милости, взаимопомощи и поддержки. Именно в этот месяц начал ниспосылаться священный Коран. Также в одну из ночей Рамадана наступает ночь предопределения, которая лучше 1000 месяцев. ده قرآن شعبه استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا هيدل إيمان دلهم بسولناخ دل درزنش بو توبة دوي دل جاش درد يخشنت درزنش بقخل دول توبة دوي بقخل دول توبة دو دك تدوخ كوال مت جاش درد يخش دك عمل ريح صوول شا أشي توب دع يلا جرج موشن بودال شوونش دعداخا شو يسمنيش دغيتا. В преддверии Рамадана в мечетях республики читают проповеди о важности соблюдения поста. В это время каждое благое дело вознаграждается во много раз больше. Цены перед Всевышним соблюдать пост, совершать таравихи и читать Коран. Есть еще одна важная часть Рамадана – это проведение ифтаров и кормление постящихся. جبرائيل ملك حاجة ضغيتن جبرائيل ملك أسيلس منك حاجة جبرائيل ملك ودوي بإنا حصيل اللي تحقول اللي سدوي بوشة يلس من يوتش خزنك تشو سقوش عير موحتسال جينا جم ديو سردات يوتش خزنك تشو سقوش عير موحتسال أتصل هزقولنا دال يلس مني هور شرح يلس منك يشلو شاء الله شد عدال دين شرح كيشن بيشلو يلس مني
Sen keçen beşiu, marhibattan keçen beşiu. I marhibutta beça, yelsmanes ol boh, delik hasluş, delik qayquş. Allahumma ij'alli min ibadika sukana, ya Allah, везен del. Последние 10 дней Рамадана являются самыми ценными, поэтому мусульмане проявляют еще больше усердия в поклонении. В Рамадан мусульманам необходимо совершать добрые дела и помогать нуждающимся. За это верующим обещана большая награда. Диана Хармуш, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. По поручению главы региона в Гудермесском районе проходит масштабный субботник. В нем участвуют сотрудники администрации, различных ведомств и учреждений, а также неравнодушные жители. Задействовано более 500 человек, задействовано более 15 единиц спецтехники. Основная работа – это приведение в соответствие улиц, то есть все искусственные неровности, которые не соответствуют стандартам, и установлены в несоответствующих дозволенных местах, то есть рядом с объектами, они устраняются, приводятся в соответствие обочины дорог. Также устраняются те выступы, которые вышли люди на общественную территорию, козырьки, пристройки. Добавлю, что субботник будет проходить в течение 10 дней. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. Адикёл.